Всем привет! Ребят, сегодня 1 октября. И сегодня будет ходовая охота на боровую птицу. В основном мы сегодня будем охотиться на глухарей. Глухари, косачи. Вот такие планы. И я сегодня не один. Я сегодня с Туланом. Сейчас вот посветлее стало. Начал уже снимать вам. Энное количество километров мы проехали на УАЗике. Потом уже сегодня целый день будет пеший поход. Будем ходить очень много. У меня рюкзак, оружие Север. Погода так себе, пасмурно и ветрено. Вот. По пути будет ельник, болота, ягель, таежные дороги. Все это, через все это мы будем проходить. Так что приятного вам просмотра. Посмотрим, какая будет охота. Выводы будем делать уже в конце этого фильма. Все, давайте. Пошли мы. Тулана сейчас пока не могу снимать. Он уже куда-то убежал. Радостная морда. Надо было его видеть. Но еще в кадре он будет. Надеюсь, будет хорошая работа у Тулана. Все, мы пошли. Забыл сказать, ребят. Сегодня были крепкие заморозки у нас. Иду по ягелю. Такой прекрасный ягель. Даже тропинки есть. Старые. Пока никакого взлета. Даже рябчиков нет. Вообще тишина. Полный штиль. А место хорошее. Вот какой ягель тут. Великолепные места. Красивые. Тулан появлялся и опять куда-то ушел. Приходил ко мне, посмотрел на меня. Убедился, что я иду, как сказать, в его направлении, где он бродит. Вот, смотрите. Вот он уже. Вон, видишь, сзади меня уже появился. Вот так вот. Все. Идем дальше. Сейчас это райское место скоро закончится, и уже будем идти по таким хорошим сосновым местам, где мох, где глухари могут быть. Проверим этот угол. Первый раз туда иду. Дальше пока вот такие места будут. Болотистые. Может еще, где-то с километр пройду, и там начнется такой ельник, сорный лес. А здесь болота, сосновый лес. Я здесь, знаете, только зимой на лыжах ходил. И все. На лыжах. А вот пешком первый раз. И самое главное, мне интересно. Сейчас здесь просто я вам туда мелкий сосняк зайду, и я потеряюсь. Здесь мне придется уже по навигатору идти. Точку поставить. Иначе удачи не видать. Блин, здесь вообще такой молодняк. Так, может левее. Ну, буду разбираться. В общем, лес показал, какой тут. Пока тишина. Поставил навигацию. Идти напрямую. Просека километр 300. Шикарные места. Кормовая база вообще отличная. Черники до хрена. Ни одного взлета. Почему так? И собака ищет, где-то ходит. Ладно, сейчас до просека дойдем. Там уже посмотрю, куда дальше идти. Этот багульник, конечно, одурманивает капитально. Да хрена черники. Видно, звери кормились тут. Может, даже медведь ходит.
Вот смотрите, лежанка у медведя. Вот. Клюку ел. Такая вот куча. Там еще большая куча, а тут лежала она. Вот так вот. Тулан. Сейчас двух косачей видел. Ну, от собак или я не знаю, оттуда. Вообще летели далеко, смотрел. Так летели и сзади меня вообще никуда не сели. Он что-то нюхтит. Наконец-то какой-то след хоть почуял. То идем пустой вообще. Тишина. Ну, черники дофига. Вот и медведи тут живут. Места спокойные. Техника тут не ездит. Черники до черта. Вы даже не представляете, сколько черники тут. Очень много. Перекур. Перекур без чаепития. Запарился, ребят. Пару часов уже идем. Вон Тулан. Тула. Вон он. Вот смотрите, просека. Вон там, смотрю, тоже болото. Я шел к этой просеке. Думал, сейчас спущусь по этой просеке, но чуть-чуть передумал. Наискосок пойду, наискосок. Потому что не по пути. Если я здесь пойду, хрен его знает, какая дорога. Дорога вообще сам по себе очень трудная. Вот такая вот болотистая. Болотистое место. Багульник, болото, мох. Не знаю, сколько мне еще идти. Там будет Волок. Зимник. Вот если я найду эту точку, как сказать, эту дорогу, я поставлю, во-первых, точку, чтобы уже на будущее сразу напрямик туда ходить. А сейчас я зигзагами хожу, непонятно куда сейчас в данный момент идти. Вот так. Примерно направление возьму и буду шуровать. Сейчас без рюкзака, вот там рюкзак у меня. Вроде ничего не загрузил, но все равно вес есть. Там немножко продуктов взял. Ну и для съемки там гаджеты, маджеты. Вот так. Перекур 5 минут. За весь этот путь, что я сейчас прошел, ну, я не знаю, сколько там. Прошел километров времени. Ну, примерно часа 2, наверное. 2 косачей только. Летящих видел. Все, вообще нету. И собака вон. Знаете, вот даже интереса у собаки. Вот когда нету дичи, у него интерес теряется. А когда он след находит, он бегает туда-сюда, где-то облает кого-то. А сейчас вот вообще тишина. Это вообще плохой прогноз, ребят. Это вообще не годится. Я по таким местам сейчас прошел. По сосновому лесу. Там даже старые вырубки, наверное, какие-то попадались. Непонятные. Или под мхом вот эти пни, но особо не увидел пней, но вот такой вот лес такой был. Сейчас хоть тут ветра нету. Где-то вон там гудит тайга. Очень сильно. Ладно, вот так вот. Идем дальше. Места стали интереснее. Сорный лес. Ельник с большими соснами. И береза еще. Ой, бля, я утонул нахуй. Бывает, в яму попадаешь. По уши, блин. Это, считай, в этом году хорошо еще идти. Нету этого дождей. Но если тут нету птицы, смотрите, какой шикардос. И даже эти кедры есть. Вот это места, конечно. Тулан недалеко ходит. Недалеко от меня. Идем по навигатору. Здесь, видать, сильный ураган когда-то был. Везде кругом поваленные деревья. Вот, не поленился. Подошел к этой выворотне. 4 метра, наверное. 3,5.
ветка тут. Там ломало все. Капитально. В таких сырых местах, ребят, растет вот такое дерево. Это не черемуха. Похоже, очень похоже на черемуху. Но это не черемуха. Я не знаю, как это называется. Безвкусно. Очень много воды. Есть немножко, ну, неохотно. Даже пробовать не хочу. Потому что может быть даже ядовитый. Но в то же время он от каких-то болезней хороший, лечебный. Не знаю, как это употреблять, поэтому я сырой его есть не стану. Вот. Тулан пришел. Вот он. Очень похожи листья на черемуху. Прям один в один, как черемуха. Не такие не рослые, вон еще один кустик. Вот, буквально 3 метра высотой растет. И все. Так, где-то я еще видел. Вроде стояли. А вон они. Я вам говорю, очень. Даже птицы вон не клюют. Вот. Вот смотрите. Вот они. Вот. Немножко попробовал, не знаю. Надеюсь, ничего плохого не будет со мной. Вот они. Вот даже не зрелая вон она. Как яблоко. Вот. Видите, сколько их тут. Я один раз соседу это привозил с охоты. Он как бы сосед. Его, к сожалению, уже нету живых. Он у меня попросил, говорит, привези вот. Сказал, как он растет, где он может расти. От чего не знаю. Не могу сказать. Он до болезни вроде болел Паркинсон, наверное. Такая вот болезнь такая. Болезнь Паркинсона, или, надеюсь, правильно выговорил. Когда человека трясет. Вот. Может, по этой болезни что-то он пил. Или что-то ноги может лечить, не знаю. Честно. Я говорил, с одной стороны он лечебный, с другой стороны может быть и ядовитый. Если этот фильм выйдет, значит можно есть. Значит я живой. Первая сработка наконец-то от улана. Там пруток ягоды. Звук рылания не слышал. Наверное, белку облаивает. Сейчас проверим. Как-то нечетко лает. Разные деревья еще. Белка или куница, хрен пойми кого он. В пустоту лаешь, Тлан. Шумишь, где не надо. Ну хоть пошумели. И то хорошо. Нет, это он просто какой-то запах почуял. Может, куница там кормится им черниками. А черники, мама не горюй тут. Вот это да. Вот это черника. Я даже заморачиваться не стану. Это белка или куница. Где тулан, блин?
Ладно, надо подождать. Чтоб тоже покушал. Небольшой перекус. Яйцо, хлеб, кофе с молоком. Короче, нашел вот такой зачес. Вот. Именно по зачесу сейчас пойду. Здесь, наверное, лесорубы отводили делянки, потому что все пилой там пилили. Даже зачесы не топором делали. Так, ну что сказать. До хрена уже я прошел. Ни одного взлета, ничего нету. Места хорошие, проверил. Иду. Примерно зимой я ходил там, ездил на мотособаке. И там должна быть какая-то вот зимняя делянка, зимний волок, который я никак не могу найти. Сейчас уже буду шуровать по этому зачесу, может куда-то на какую-то вырубку выйдем. Но уже кружу там, где вот собака облаяла, там пруток, ельник был, может там где-то я пропустил, чуть левее я прошел, может там правее надо идти. В общем, я запутался, честно, запутался. Здесь реально я никогда не ходил. И ни одного рябчика не видел, не взлетело. Вообще тишина. Пустота, реально пустота. Вообще жесть. Ладно, сейчас я попью чай. Все путаю. Кофе с молоком. Если придет Тулан, я ему приготовил кусок хлеба. Тоже накормлю. Мне легче нести рюкзак. Лучше сейчас небольшой перекус. Все по-простому, ребят. Как и на прошлой рыбалке. Там яйцо будет и чай. Вот. Ладно, сейчас отдыхаем. Где-то минут 15 посижу. Здесь нету ветра, поэтому здесь и такие вон валежники, смотрите, какие лежат. С корнями все, выворотни. Удобно сидеть, меньше ветра. А на вырубках там пойдем еще по вырубкам и по сосновому лесу еще. Ох, очень большой путь еще нам предстоит. Так что надеюсь, что кого-то еще увидим и удастся добыть. Посмотрим. Короче, Тулан так и не пришел. Съел я 3 яйца. Кофе 2 чашки выпил. Где он? Следы были тут. Не то лоси, не то олени ходили. Может, и по их следу ходит. Ладно, догонит. А это в карман положу. Как догонит, накормлю я его. Дам хлеба. Сейчас дальше вот здесь пойду. И там зачесы какие-то. Но здесь явно какие-то делянки, наверное. Что-то похоже на то. Так, вроде ничего не забыл. Пойдем, куда-то должны выйти. Так и так. Вон там рябчик.
Сел так неудобно, пипец. Дальше перелетел. А вон. За сучком сидит. Блядь, заметил меня все. За сучьями. Полтела вижу еще. За стволом дерева сидит. Наконец-то, блин. Долго мучал, кружил там. Фу. Так. Вон он. Самец. Вот, ребят, первая птица на сегодня. Добыл рябчика. Рябчик хороший. Шутя так посвистел, откликнулся. Не раздумывая, сразу подлетел. Ну и там туда-сюда, там кружить начал. Ну, меня он заметил. Но удалось добыть. С добычей нас. Первый трофей такой. Начнем с малого. Пусть поест. Ну это ладно. Проголодался, наверное, тут тоже. Все. Вышли на старую вырубку Лесопундовская, там еще непроходимая чаща. Обхожу опушкой леса вот тут, вдоль вырубки. Подняли там одну кополуху. Одна, единственная была. Это была кополуха. Не тетерка, а кополуха. По звуку. Там по-свойски как-то бубукает. Вот. Где-то метра 300, наверное, уже иду. Не знаю, где это заканчивается. Но пока лучше тут пройду. Вот. Потом, надеюсь, выйдем на дорогу. А куда я шел, уже я в стороне от этого. Я вообще направление перепутал капитально. Я иду уже в совсем другом направлении. Наконец, ребят, куда-то я вышел. Свежая вырубка какая-то. Пока ориентир непонятно, где я нахожусь. Черники, смотрите. Видите? Все поле, вся в чернике. Вот это да. Вот. Я не знаю, как еще показать вам. Ужасно много черники. Ну вот, это уже
Недавние вырубки. Невысокие. Сейчас на трассу выйдем. Там буду думать, куда идти. Вот и трасса. Так. Так. Так, ребят. Офигеть. Ой-ой-ой. Вы даже не представляете, как я далеко отклонился от курса. Очень далеко. Где-то, ребят, с километр пойду. Потом уже буду думать, направо мне идти или еще прямо. Вот теперь я понял, куда я вышел. Капец. Очень далеко в стороне. Но ничего, побродим еще. Время есть. Хоть сейчас понял, где я нахожусь. Дорога сухая. Хорошо идти. Шел немножко, побалдел по дороге. И снова в лес зайду. Лучше по лесу, по тайге пойду. По навигатору дальше. Но сейчас примерно ориентир не потеряю. Сейчас-то уже как бы знакомые места здесь. Вот, поблуждал, конечно, капитально. Но ничего. Зато ознакомился с новыми местами. А по дорогам сегодня ходить смысла не вижу, потому что очень-очень ветрено. Прям штормит. Там сейчас прошел, блин. Лучше по тайге. Вот прямо здесь вот такая тайга. Старые вырубки будут. Вдоль старых вырубок и болот. Вот пройдемся там, посмотрим. Что-нибудь может и будет.